Температура у нас на улице все круче и круче. -6. Нифига себе! Какой ледок получается! Да. Что там так и смотришь-то? Да. Посуду помыл, хотел руки помыть. Ага. Хоп-хоп-хоп. И у меня отломился конец. Нифига. А другая половинка там во льде осталась. Да. Да. Я там ведро... Ну, ясно дело, ты чё? В общем, для меня одно утешение. 10 дней можно не мыться. Ну. И столько снежком вон свежим. Ну, не знаю. В наших условиях... Сейчас умывальники пластмассовые делают. В наших условиях вряд ли они это долго потерпят. Да, пластмасса это не то. Круглый год тут на морозах будет. Алюминий, а? Ты японский. Да, немножко неожиданно, конечно. Ну, бывает, чё ж. Это как считать? Зима возвращается. Дым с трубы сразу вниз идет. Вряд ли это хорошей погоде. Одно утешает, что весной долго одна погода не бывает. Быстро все меняется. Ну что ж, раз такая авария, бываемся снегом, тем более снег свеженький. Другое агрегатное состояние воды. Подумаешь. Хотя бы так. А в этом году в июне только откроется озеро. Сегодня на ночь -8 обещает по радио-то. Хоть будь один раз пролетали. Ну садились. Сидели тут, какой-то, говорит, пришел тут, сбился с панталыги. Ну, хоть полетали, крылья размяли. Не все сидеть мерзнуть. И сесть-то некуда, да? Одного взяли? Уже не зря, значит, гуляли. Тут местные, они то ли шуганые, то ли что они там, что-то. То ли к нам уже привыкли то, что мы от них там стреляем. Стороной облетают. Ну, а новые еще не прилетели, которые еще с нами не сталкивались. И потом снег пошел. На болоте сантиметр льда, блин. Потом мне отправили смс-ку, ты что там сидишь? Завтра метель. А мы думали, до 9 будете сидеть там. А что смысл-то сидеть? И прогнозы-то все знаем, там же связь есть. Ну, значит, пожарники не годишься. Почему? Человек, когда круглые сутки спит и не спрашивает, сколько надо. Вот. В любую, день суток, я не знаю, в любую погоду, как медведь. Такое ощущение, что пришел перезимовать с медведем, блин. Даже поесть не встает. Только спит. Зачем зря энергию тратить? Вася, не помнишь это самое, по-моему, это на твоей памяти, когда-то весна началась, птичек прилетело этих утки, гуси, все пролетели, потом бабах, -20 чуть не на неделю. Потом у нас на огороде штук 15 этих мелких разноцветных птичек я собирал. Сдохли. Такого перепада температур не вынесли. А тут недавно же это, ну когда там, в 5-м году, в июне заморозки бахнули, вся птица на гнездах померзла. А, да-да-да. Там, кстати, тоже находили кряковую. Да, Гнездо кряковое там уже, яйца уже лежат. Я говорю, ну это все, кранты. Кранты, да. На яйца уже, нифига себе. Да, откуда, чего? Когда? Время жмет. Да. А вы тут не стреляли? А стреляли на реке. На реке. Бахали и бахали. Все утки там по речкам. Да, интересный год, интересный. Вообще. Ну, овощная группа, гусей нету, все замерзло, поэтому они едут домой. Народ собирался на гусей охотиться, гусей нету. Так, ну, -6. Все замерзло от берега до берега. Круто. Переправиться будет проблема. Так, ну, у кого-то охота закончилась, у нас пока дяди Валеры нет. Да, природа суровая на вид стала. Добираться до лодки будет проблематично, особенно с собакой. Кошмар.
Сказали, нафиг нам такая охота, такой супер мороз. На природе сильно не посидеть. Пути, Робинзоны! Да вы круче Робинзонов! В такой мороз сидеть на гусей. Ну, поехали охотиться на гусей, покалели на болоте и уходят в сумрак леса. Вернее сказать, греться домой. Ну что, Тузик, бросил своего хозяина Васю и убежал. Ну, извиняйся, мы тут тебя будем на цепи. Тузик, а где цепь-то? Когда мы ходили, мы тебя на цепи около избушки оставляли, чтобы ты лаял, кто тут подойдет. Тузик, где твоя цепь? Вася что, мог на реке оставить? Так сейчас и до реки не дойдешь, все во льду. А топать кругаля, блин, несколько километров нафиг не надо. Так что с тобой делать-то? Веревку ты перегрызешь. Ты нам уток пугать будешь, если утки полетят. Проблема. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. В избе тебя оставлять нельзя, барюгу такого. Все нам перероешь и все съешь, что увидишь. Мало того, что цепь, еще и как-то тебе карабина нету. Как тебя привязывать-то? Где-то у меня от моих старых собак цепь оставалась. Она обрывалась, я куда-то закинул. Ну, сейчас придется их поискать. Так, ладно, цепь нашел. Свою старую. Она где-то 1,20 м. Коротковато? Ну, извиняйте. Какая есть. Иначе ты нам уток будешь пугать, блин, нафиг. Надо куда-то сплавать. Посмотреть. Где все-таки утки-то есть? У нас весновка или не весновка? В конце концов. Ну что Тузик с тобой делать-то, а? Короткая цепь. Даже карабин один хреновенький нашел. Ну что, Тузик, убежал от хозяина. Не захотел с ним домой. Ну сейчас сиди на привязи, охраняй избу. Ты нам абсолютно не нужен. Так, ну что, Валерий Батькович уток видел, пару штук. А я что, рыжий, пойду хоть посмотрю на угол. Наша старая засидка на так называемом углу. Угол леса, а кругом болото заливное. До обеда, когда я Васю провожал здесь, тут все во льду было. Сейчас кругом все растаяло. Не понял, подранок, что ли? Кряковый сыпал. Утки садились. Вот это круто. Так, ну кряковый есть. Вон там белеет, это моя утка. Первый смелый. Селезень кряковый. После выстрела утки туда-сюда залетали. Немножко спрячемся. Холодный ветер. Ну, до вечера еще далеко. 3 часа. Ну, надеюсь, не замерзну. Дует откровенно северный ветер. Наверное, мороз. И все, эту ночь будет. Что-то промелькнуло. Ветерок, в принципе, небольшой. Но он не просто северный, а ледяной, блин. Одеть я, в принципе, неплохо, нормально, терпеть можно. Но шерстяные шапки замерзли в дрободан. Ошибку сделал, надо было зимнюю взять.
Ну что, для сугрева пойду утку подберу. Так. А я дойду. Тут ручьи пересекать надо интересные. С интересными берегами. Где-то 35 метров. Нормально. Ой-ой. Ой-ой-ой. Тут озеро и тут озеро. Мама мия. И палку не взял, мама мия. Господи, благослови. Опа! Ой, а тут как переходить? Мать моя. Размыло, по-моему. Стоять. Вот блин. Не было печали. Размыло, мать моя. Палку не взял, щупать дно. Ладно. Быть сухим, здоровше будешь. Хе-хе. Хоба! Хуп! Так, ладно. В принципе, я тебе могу и лодкой приехать. Взять, в смысле. Прямо на меня налетели. Черт меня дернул. Пойти за уткой. Ну замерз, голова замерзла. Вот блин. Вот не повезло. Прямо ко мне бы сели. За 15 метров. Даже не знаю. За шапкой сбегать что ли, а то голова простуется, хреново будет. Сбегаю недалеко. Ну, как там 4-я скорость улыбается. Бляха-муха. Прямо на меня садились.